Чепастепшапс, запись борща. Ну вот, давайте мы сейчас разберем следующую таблицу, а потом займемся вашими примерами. Хорошо. Вот я сегодня предлагаю еще несколько слов по времени, но по вопросительным местоимениям вы так уже таблицу знаете. Так, смотрите теперь слова. Ну, эти слова, возможно, вы знаете. Пюн – сегодня. Таңды – завтра. Бірсі күн – послезавтра. Кеже – вчера. Алдындағы күн – позавчера. Ну вот эти вот основные базовые слова, когда мы часто встречаемся вот в случаях, когда вот куда ты завтра поедешь, послезавтра чем ты будешь заниматься, а сегодня что ты будешь делать, какие планы, вот, ну в общем, и всегда вот эти вот слова сегодня-завтра, послезавтра, они всегда пользуются и в обиходе, вот, и поэтому я думаю, конечно, их нужно будет заучивать в первую очередь, наверное, да. Ну и давайте будем теперь усложнять наши фразы. Допустим, я сейчас уже конкретно спрашиваю «Таңды театрға барырсызбы?» Так, это вопрос такой, да. Смотрите, давайте я прошу прощения, объясню еще вот следующий дательный падеж. А потом уже приступим к фразам. Вот честно сказать, да, вот это «гаге», «хаке», дательный падеж, вот, пытался, вот, в общем, я искал объяснение, каким образом правильно мне объяснить смысл этих аффиксов. В общем, у народа спрашиваю, правда, у спецов еще не спросил, но тем не менее, как-то люди вот не могут объяснить, и я сам даже как-то в затруднении. Как объяснить отличие гаге-хаке от зарзир? Дело в том, что, смотрите, ну, теперь вы знаете, да, чтобы сказать, в каком направлении человек идет, да, зарзир употребляется. Ну, например, асқсар паршам, да. Асқсар паршам, я иду в аскиз или еду в аскиз. Или, например, мин театрзар паршам. Давайте возьмем ближе. Мин театрзар паршам, это значит, я иду в театр. Но можно сказать мин театрга паршам. Все равно это означает пойти в театр. Но чем отличается мин театрзар паршам от мин театрга паршам? Вот театр зар паршам, я вот у народу спрашиваю, как вы отличаете от театр зар паршам или театр га паршам, да? Как бы суть вроде бы одна и та же. И вот, в общем, я пришел к мнению, что театр зар паршам, вот если мы используем зар-зер, всегда подразумевается некая какая-то недвижимость или какой-то объект. Ну, допустим, мин асқсар паршам, мы понимаем, что аскиз это некое село, находящееся вот на земле, да. Это село конкретно, село, и оно физически существует на данный вот, ну, понятно, да, вот это физически некий объект. И поэтому к этому объекту, при движении к этому объекту мы употребляем аффикс зар-зер. Асқсар паршам, мы движемся в сторону аскиза. Подразумевается, что это деревня, что есть такой физический объект. Тохсар паршам, я подразумеваю, что я иду к месту, где я работаю. Вот это место, вот тохсар, вот этот объект, да, подразумевается именно как объект. Тохсар паршам, я иду в сторону работы, если уточнять, да, мин тохсар паршам. Но если скажу мин тохсха паршам, это не значит, что я иду в сторону работы. Это я говорю о том, что я обозначаю качество того, чем я занимаюсь. Я занимаюсь работой, и я иду вот на работу. Именно вот в качестве того, чем я занимаюсь. Допустим, если я скажу мин театр зар паршам, я вот подразумеваю, вообще в мышлении подразумевается, что есть некий какой-то объект, и там театр и есть, да, и я иду в сторону этого объекта. Объекты, там, где находится театр, да, это физический объект, это некое здание. Театр зар паршам. Но если я скажу мин театр га паршам, объект сам не подразумевается. Подразумевается, что некое какое-то качественное явление, вот, ну, есть такое искусство в виде театра, да. Вот, я иду вот на это явление, на искусство такое, театр га паршам. Но суть то же самое, что я иду смотреть спектакль, допустим, да, театр га паршам. Вот. Или, допустим, ирге паршам и ирзер паршам, тоже такой показательный, возможно, пример. Когда вы скажете мин ирзер паршам,
Это буквально означает, я иду к мужчине. Мужчина где-то живет, у него какой-то дом есть, ну, неважно, вот вы идете к мужчине, он находится где-то, да, Ирзер Паршам, но в хакасском языке это Ирзер Паршам как-то даже звучит немножко странновато, но обычно вот так вульгарно даже, да. В русском языке не так, я иду к мужчине, там это вообще, в общем, подоплека другая совсем. А в хакасском языке Ирзер Паршам сразу как-то уже, в общем, разгульные женщины могут так сказать, мин Ирзер Паршам. Но если мин Ирге Паршам, Ирге, это означает, я выхожу замуж. Да, вот не к мужику иду или не к мужчине иду, где-то там в доме живет, ну, сегодня могу сходить, завтра могу, а послезавтра уже не пойду, допустим, да. А ерге паршам это качество. Качество не значит, что я конкретно к мужчине иду, а выхожу замуж. То есть это явление такое, надо выходить замуж, замужество, да, вот такое явление. Вот таким образом отличается вот этот гаге, хаке от зарзер. Они очень похожи, где-то рядом стоят. И поэтому, если где-то будете применять фразу, допустим, вы скажете «Мин театрзар паршам», это, из этого следует, что вы идете в сторону театра. Именно в сторону театра. А если вы скажете «Мин театрга паршам», вы идете на некий такой, на некий процесс, где там, ну, в общем, это явление искусства. Вот, не в сторону объекта театра, а именно идете на явление искусства. А это искусство называется театр, да. Вот. Или, допустим, мин хос кёзидине паршам. Хос это рисунок, кёзидыг буквально показ. Мин хос кёзидине паршам, это значит, я иду на выставку картин, да. Это не значит, что вы идете, допустим, некий объект, там, вот, ну, скажем, какое-то здание. Вы идете на качественное какое-то явление. Минхос кёзидине паршам, да. Ну, кёзидине тут это немножко другое, да. Ну вот, гаге, хаке. Запомните лучше по смыслу ирге паршам и ирзер паршам. Тут как бы очень показательно. Ирзер паршам это значит, я иду к мужику в дом, да, зачем-то, ну понятно. А если ирге паршам, выхожу замуж. В общем, гаге, хаке, они отличаются от зарзер. Они похожи, но все же отличаются. Дательный падеж. Ну, здесь, допустим, инсайт ха, пасщам взял один из примеров на глухую основу пас. И так, сайт, прошу прощения, сайт ха, да, сайт ха пасщам. Пишу в сайт, да, сайт ха пасщам. Или газет ке пасщам. Пишу в газету какую-то статью, да, сайт ха пасщам, пишу какую-то запись веду, вот, пишу в записи какие, да, произвожу записи. Газетке пасщам, в общем, пишу в газету какую-то статью. Журнал га пасщам, пишу в журнал, ну, может быть, какую-то научную статью, да. Ну, этот падеж, он употребляется в жизни, ну, я отдельные исследования, откровенно говоря, не читал по этому падежу га, ге, ха, ке, допустим, с какими фразами и глаголами он употребляется, но имейте в виду, что отличие га, ге, ха, ке, вы должны отличать этот падеж от зарзер, сарсер, они очень близко стоят, как бы. Ну вот давайте теперь составим фразу. Допустим, я буду спрашивать «Сырер театрга парша зарбе». И вот, допустим, я говорю «Таңды завтра театрга парша зарбе». «Сырер таңды театрга парша зарбе». Переведите теперь. Театрга парша зарбе. Сырер театрга. Сырер таңды театрга парша зарбе. Кстати, действительно, завтра, да, завтра, давайте я по-хакасски скажу. Таңды шиттеген театр ахол спектакль турксша. Ну, надеюсь, вы поняли, да. Таңды. Смотрите, вот здесь таңды. Шиттеген ахол спектакль турксша. Турксша ставят там. Спектакль постельща писчас ирда. Ирда вечером. Спектакль постельща писчас ирда. Спектакль начинается. Да. Орта завтра четген ставит ахол. Да, спектакль ахол. Писчас ирда.
Ну вот, вот эти фразы, да, урте в 5 часов, да. В общем, домашнее задание какое будет? Давайте я вам сейчас дам на скачивание. Подождите. Так, сейчас. Ну, это продолжение следующей таблицы. Тоже скачайте себе, я вот ссылку отправил. И дома надо будет уже потренироваться составлять фразы вот, с данными словами. Имеется в виду с дательным падежом можно потренироваться. И вот сегодня новые фразы. Мы уже прошли пюн сегодня, таңды завтра, персекун послезавтра, киже вчера, алдындағы күн позавчера. Давайте мы теперь разберем ваши примеры, Юля. Вот, ну, с вашего разрешения я сейчас включу ваши презентации, ну, в смысле ваши примеры, ваши домашние задания, и мы сейчас их разберем. Так, сначала давайте посмотрим Юли на работу. Ну вот смотрите, так, ну, тут Юля просклоняла по падежам, получается. Син школа, да? Угренчезен, допустим, или угренгезен, да, син школа де угренгезен, да, ну, допустим, ну, начнем, мин городте полгабен, допустим, да, или мин магазинзер орте, мин магазинзер шугршебен, бегу буквально, да, или шугрербен, побегу, так, мин магазиннан. Ну, тут, конечно, Хеймренербен не получится, но Шугурербен. Или Нандрек, или Нандре обратно. Мин Ленин Орамаже Шугурербен побегу. Или Шукршебен бегу. Или так, Шугургабен бежал, бежала, да. Ленин Орамаже. Так, мин город рынок-то. Ну, все склонения, они правильные. Надо будет, я немножко неправильно сориентировал, думаю, что надо было, наверное, фраза, можно было прямо предложение вписать, вот, да, под мин, син, и, в общем, предложение Сарина, по-моему, более, посмотрим, какой Сарина, она, кажется, поняла лучше, но я тут сам неправильно задание дал, так, давайте дальше, син школа да, угренгезем, син школа зар, паршазен, син школа дан, кильшезен, допустим, да, и киллерзен. Вот эти глаголы, они уместны для употребления именно вот со школой. Дальше ол үлүкүндө. Ол үлүкүндө. Да, так, я тут, в общем, глагола. Так, ол үлүкүндө. Надо было глагол какой-нибудь найти, да? Ол үлүкүндө, ну правильно, ол үлүкүндө. Үлүкүнзер парар, парша. Ол үлүкүндө. Но ол үлүкүндө парган, не скажу, үлүкүнзер парган можно. Үлүкүннен килген, допустим, киллер, да. Так, а подарили, так, так, үлүкүнге. Так, үлүкүндес. Сыйлап берген, я, ага, во, все, теперь. Сыйлап, смотрите. Вот этот глагол, он сложный, сыйлап берген подарили. Сыйлан, мы потом разберем, ол үлүкүндө сыйлан. Если скажете сыйлан, будет правильно, дарил. Ол үлүкүндө сыйлан, он дарил на праздник, ну что-нибудь на праздник, да. Үлүкүнзер, ну тут уже, наверное, парган, скорее всего, можно употребить. Ол үлүкүнзер парган, ну сказать лучше үлүкүнге парган. Вот смотрите, как раз вот с прошлым примером, да, вот то, что я объяснял, здесь нужно применить, если сказать ол үлүкүнзер парган, как бы непонятно, где этот үлүкүн и что за объект, да, у праздника. Если сказать ол үлүкүнге парган, тогда понятно, это качество чего-то, какого действия. Он пошел на праздник, да, ол үлүкүнге парган. Үлүкүн как действие, как объект, качественный объект чего-то, ну, объект праздника. Лучше сказать үлүкүнге парган. Ол үлүкүннен килген. Үлүкүннен, но тут үлүкүннен, не нам, а нен должно быть, да.
ол өлі күннен келген, он из праздника вернулся. Вот. Дальше. Біз имнег турада. Так. Вот. Зенгебес. Вот смотри, что имела в виду Юля? Зенгебес. Зенгебес. Зенерга. Зен это надеяться. Зенгебес надеялись. Зенчебес надеемся. Зенербес будем надеяться. Так, тогда надо сказать имнег турада имненгебес, может быть, да? Имненерга. Зенчебес. Ну, без лучше сказать, наверное, имжилерги, потому что имнегтура это поликлиника, допустим, да, имнегтура, да, имненгебис, лучше сказать, в поликлинике там мы не лечимся, имненгебис, имненерга это лечиться, имнен лечись. Лучше сказать, может быть, сынхтаг ирткебис, сынхтаг проверка, да, что-то проверяли. Хазим сынхтам, хазых здоровье, хазим мое здоровье, хазим сынхтам здоровье проверяла, допустим, да. Или пис имнег турада хазибыс сынхтабыс, так должно быть. Серер имнег турада хазин ngар сынхтазар. Мы аффиксы, притяжательные аффиксы пройдем вот на следующей неделе, я думаю, вот. То, что мы сейчас говорим, да, вот я говорю хазибыс, сынхтабыс. Потом мы пройдем. Так, имнег турада, имнег туразар. Само употребление правильно. Имнег туразар, имнег турадан, да. Надо подобрать правильные глаголы. Біз имнег турада сынхтаг ирткебіз. Біз имнег туразар сынхтадырға парғыбыз. Сынхтадырға проверяться, да, шли. Біз имнег турадан килгебіз или айлынгебіз. Ну вот примерно так должно быть. Серер агыста, лучше сказать, так, агыста отршазар. Вы сидите на дереве. Да. Серер агыссар тохлачазар. Смотрите, тохлат это буквально стучать, да? Агыссар, но тут лучше сказать, если тохладага, агысха тохлачазар. Вот смотрите, опять дательный падеж, который мы проходили. Вы стучали об дерево. Или агасха тухлачазар. Не в сторону, а агасте, в лесу. Но лес, знаете как? В данном случае агас имеется в виду дерево. А лес в хакасском языке звучит агас арызы. Именно из двух слов. Агас арызы. Тогда будет серер агас арызында. Тухлат хазар. Тогда будет правильно. Да. Серер агыс арызында. Арызы между. Агыс арызы буквально между. Но смысл лес. Агыс арызында в лесу. Как бы между деревьями получается. Да. Ну если переводить дословно. И вот серер агыс арызында тухлат хазар. Тухлат, смотрите. Тухлат хазар, да. Тухлат должно быть тохлат хан, да, по глухости. Тохлат хан, тохлат хазар. Н выпадает, тохлат хазар, да, тут правильно. Единственное, вот г надо убрать. Серер агас арызында тохлат хазар. Тогда правильно, тогда будет верно. Так, ну, уже агасар, агасна не будем разбирать, агас арызы, да. Серер агас арызынан килгазер тогда. Агас арызынан. Агас арызынан. Да, килгезер. Так, серер агас. Вот, но тут агас еще тохлачазар. Тут по смыслу уже подходит. Если взять серер, т, без п, именно т. Тохлат. Так, серер агас еще тохлачазар. Но тут если агасще тухлачазар правильно. Вы стучите по дереву. Тут вот это выражение подойдет. Серер агасще тухлачазар или тухлатхазар или тухладырзар. Тухладырзар. Вот этот т, он должен озвончиться. Вот, не тухладырзар, а тухладырзар, да? Тухладырзар. Вот, агасще. Ну вот примерно как-то так.
Так, в общем, как бы формально все правильно по падежам. Но, конечно, надо теперь набираться опыта по употреблению, по смысловому употреблению. И я тут попытался выразить, допустим, да, агыс арызы это лес, а агыс это просто дерево. Ну, вот это пояснение надо будет запомнить. Так, ну, в общем-то, неплохо. Думаю, что просто надо набираться опыта. Ну, шахсы, молодец. Так, давайте теперь разберем дальше. Так, Сарика. Если я правильно так. Сарина. Я почему? Ага, Сарина, прошу прощения. Ну вот, Сарина сделала как бы точнее, мне кажется. Давайте вот смотрите, как употреблено. Тем алзар пстан хада парар. Все здесь правильно сделано, правильно употреблено. Тем алзар, кто в деревню, пстан хада парар. Ну смотрите, пстын хада, вот, да, на самом деле здесь нужно будет употребить пснэн хада. Мы этот аффикс потом пройдем, орудийный так называемый аффикс, с кем и тем. В быту звучит похоже, пстангада, да. Я так понял, что это на слух вы написали, но нужно употребить писненхаде. Нангнен мы потом этот падеж пройдем на следующих уроках, где-то на следующей неделе. И все будет тут правильно. Кем алзар писненхаде парар. Кто в деревню с нами, писненхаде, поедет или пойдет. Дальше. Ниме алда идербис. Все хорошо. Что в деревне будем делать, да, чем будем в деревне заниматься. Хайдаг алзар парарбус. Смотрите, местоимение очень употреблено к месту. Хайдаг алзар парарбус. В какую деревню поедем, да? Серер хайдан кильгазер. Вы откуда приехали? Все правильно, прайшахсы. Так, хайди син алзар парарзм. Она тут даже усложнила. Хайди син, как ты в деревню поедешь парарзм? Электричкалых, а либо машинных. Ну, эти падежи мы тоже пройдем. На следующей неделе, надеюсь, мы успеем. Это тоже падеж, с помощью чего и когда. Лыг-лыг там идут аффиксы. Ну, употреблено правильно. На электричке или на машине. Ну, буквально с помощью электрички или с помощью машины. Если мы будем использовать именно логику хакасского языка. Ну, в русском языке, конечно, переводится вот хайди син алзар паразн. Как ты поедешь в деревню? На электричке или на машине? Ну, в русском языке с помощью предлога на это оформляется. Так. Хаджан алдан ибзер киллербис. Хаджан когда, алдан урте, из деревни ибзер, все правильно. Домой киллербис мы приедем, все правильно. Хайдах кунде алзар парарлар. Так, парарлар это алзар или парарзар. Так, ну, в принципе, фраза употреблена правильно. Хайдах кунде, в какой день? Алзар парарлар. Они поедут. В деревню они поедут. Если парарзар, тогда вы поедете. Да. Хайдах кунде алзар парарлар, это вы спрашиваете в третьем лице, они поедут. Хайдах кунде алзар парарзар, значит во втором лице. Ну, все правильно. Хайзе сирерның машиналарын. Ну, тут уже аффиксы притяжения мы еще не проходили. Ну, пройдем. Ну, фраза употреблена правильно. Хайзе сирерның машиналарын. Которая тут ваша машина. Неме сирер талыс чазар. Орта, неме. Зачем, к чему? Сирер талыс чазар. Талыс спорит. Талыс чазар, вы спорите. Вы к чему спорите? Зачем вы спорите? Да, из-за чего вы спорите? Вот не мессер талыс чазар. Урта. Ногасин угрещи безен. Почему ты суп не съел или не съела, да? Вот это единственное замечание. Щ пишется с кратким Не чи, не щи, а щ. Краткий. А все так верно. Щ безен. Так. Нинджа ахша тоғынып алғызым. Нинджа сколько? Ахша тоғынып алғызым. Тоғынып ал, тот сложный глагол. Сложный глагол, вот, урта. Так, все правильно. Я, Юля урта паси сарина хайгажах, сновта сарина хайгажах. Действительно, про урта. Ну, в общем, давайте следующее задание примерно так же, вот как сделала Сарина.
мы, Юля, вот и все остальные, кто присутствует, давайте точно так же выполним. Я шаблон там отправил вот на тех шаблонах, которые я сегодня представил. Давайте еще раз эти шаблоны я включу. У Сарины все хорошо. Так. Хамдры, я бы сказал по-хакасски хамдры, это значит великолепно. Так, давайте сейчас еще включу шаблоны. Так. Сейчас, подождите. Ну вот, смотрите. Чек күстен полам, күстен нербин, күстен нербин, күстен старайся, күстен нербин, лучше сказать күстен нербин. Күстен полам немножко некорректно, күстен нербин лучше так. Так, вот смотрите, давайте вот теперь с этими с дательным падежом. Так, давайте я тут зарисую. В общем, с дательным падежом, да, с вопросом, вот, с вопросом, говорю, вот с периодом завтра, сегодня, завтра дня, да, и вот с вопросами. Также употребить вот эти вот падежные аффиксы, ну, в общем, все, что есть тут. Вот. Мы продолжаем повторять. Вот, давайте я еще раз повторю, может быть, лишний раз, да. Основная задача научиться использовать вот эти вот формы в прошедшем, в настоящем и в будущих формах. И, конечно, вот если вы запомните местоимение, еще к ним мин, одрырбан, допустим, отршабан, син, отршазын, ол отрша, тут ничего нет, да, пис одрырбыс, сирер одрырзар, олар одрырлар. Вот аффиксы, сказуемые формы надо довести до автоматизма, чтобы у вас не было проблем. Мин одрырбан, да, чтобы не было мин одрырбыс. Ну вот, чтобы путаниц не было. Син одерерзын. Обязательно вот больше ничего нет. Син одерерзын. Ол нету, да. Пис одерербыс. Вот, да. Пис одерербыс. Серер одерерзар. Чтобы путаница. Олар одерерлар, да. Вот, надо будет вот эти вот аффиксы, сказуемые формы заучить. Вот это очень важно, именно вот эти вот формы. Ну и попутно учимся употреблять падежные аффиксы. Вот, основная задача такая. Давайте вот в такой же форме следующее задание вы сделаете, как сделано Сарина. Вот, мне кажется, так удобнее. Она прямо в каждом квадрате прописала вот вопросы и предложения. Одно предложение пишите в квадрат, фразу пишите в квадрат, фразу пишите в квадрат, допустим, да. И так удобнее, мне кажется, будет. Так, и еще хочу сказать, что вот следующее занятие у нас теперь будет не в понедельник, а во вторник. Дело в том, что в понедельник у нас никто не работает. И у меня тоже там мероприятие, и я просто к вечеру не успею. Вот. Поэтому давайте договоримся. Следующая встреча у нас будет во вторник. Вторник-то 6 отста 8:30 также вечером. Ирда. Вторник. Да. Так, ну вроде бы я сегодня вот это хотел сказать. Так, сейчас подождите, покажу Саринину работу. Ну вот смотрите, вот здесь, мне кажется, удобнее сделано. Вот фразу написать вот в табличку, допустим, да. И ну вот, в принципе, тут нормально сделано. Чем больше фраз впишите в таблице, допустим, да, тем лучше. По разным обстоятельствам. Ну, самое главное, чтобы фразы были составлены корректно. Задача составить фразы. Ну, в общем, пока примерно вот такое домашнее задание. Так, сурглар парба. Вопросы есть? Сурглар парба. Ну, также мне в личку отправите. Да, еще прошу прощения, Елена Торфимовна, давайте еще ваши примеры разберем. Хоть вы мне давно их присылали. Давайте сейчас, подождите, я включу экран, показать экран, да, и посмотрим на вашу работу. Ну вот смотрите, вы прислали мне отрицательный аспект в настоящем времени. Вот основное какое замечание. Надо будет соблюсти правило сингармонизма. Вот смотрите, допустим, да. Сегр, вот сегр в корне слова мягкий гласный, еи.
А вот здесь уже щам у вас идет аффикс на твердую гласную. Правильно будет сегрбин щем е. Тут надо будет на е исправить, да, вот так вот. Вот так будет уже верно. В общем, обратите внимание на твердые и мягкие гласные. И вот пирбинчам то же самое. Пирбин все по мягкости идет, и тут идет твердое, да, твердый аффикс. Надо будет пирбин чем. Правильно так будет, да. Урбинчам все правильно. Вот смотрите, ур, у в корне твердое гласное. Тут пинджам то же самое, здесь правильно. Отрицательный аспект у вас употреблен везде правильно. Единственное, вот надо соблюсти законы сингармонизма. И вот чугурбинчам то же самое. Чугур в корне слова мягкие гласные, а здесь то же самое должно быть на мягко. Чугурбинчем, да, чугурбинчем, не бегу. Турбинчам тут правильно, орта не стою. Андарлбинчам тут все правильно. Вот основное замечание. А так употребили аффиксы правильно. Вот это я хотел сказать. В следующий раз обратите внимание, хорошо, вот Елена Трофимовна. А так все, в принципе, неплохо. Так, сурулар парба. Елена Трофимовна, вопросы есть? Сурулар парба. Вы успели посмотреть то, что я вот по отрицательному аспекту вот в Word показывал? Было видно? А то я сомневаюсь, сейчас вы увидели или не увидели. Вордовский документ, то, что я показывал вот на экране, было видно, нет? Ладно, чем алгыспулзан. Ну, в общем, давайте на сегодня, наверное, мы закончим. И следующая тема у нас будет уже другие падежи, другие аффиксы, но с употреблением уже вопросить. Ну, в общем, сейчас, подождите, я включу еще раз. С употреблением времен, да, сегодня, завтра, вот, дней, когда действие происходит, ну и вот дательный падеж запомните. Я пытался объяснить, но вроде бы я объяснил. Запомните ирге парща и ирзер парща. Ирзер парща, грубо говоря, идет к мужику или к мужчине, да. Ирге парща выходит замуж. Ну вот такое отличие хаге от зар-зер. Че алгыспулзын келгеннерің үшін. Спасибо за то, что пришли. Следующее занятие у нас будет во вторник. Не в понедельник, как обычно, а во вторник. Ще сургылар çok болса, пазы туғасқанша, че аным жоқтар.